думали, не знали, что такое мамонт. Они думали, что это водяной бык, который живет в озере. И когда наступают сильные морозы, он с треском, когда лопается лед от мороза на озерах, он оттуда выходит и переходит в другое озеро. Вот почему по берегам рек, озер лежат бивни мамонта. Они думали, что это какой-то мифический, легендарный зверь, которого очень боялись. Но вот где-то с 18 века они начали делать поделки вот из этого материала. И все это как бы развивалось, шло, и большой интерес в 19 веке проснулся именно к этим поделкам. И наши изделия наших мастеров стали выезжать не только в Россию, да, но и за рубеж. И вот сейчас коллекции якутских мастеров, в основном 19 век, они хранятся в Британии, они хранятся в Дании, Франции и очень много якутских коллекций в Германии. И мы очень удивились, когда увидели эти вещи, потому что многих таких изделий сейчас в музеях Якутии даже и нету. Ну а мы располагаем прекрасной коллекцией крупнейшего мастера 20 века, прошлого века, Терентия Васильевича Амосова. Вот его портрет. Вот. Ну вот видите, какой это он был. Это вот уже он в возрасте и делает свои знаменитые чароны. А чароны, что такое чароны? Это якутский. Национальная посуда. Символы якутской культуры выполнены из дерева, а Терентий Васильевич перевел эту форму в бивень мамонта. Родился мастер в такой маленькой такой деревушке, в глухом наследии у Солдатского района. Родители у него рано умерли, он был сиротой, и воспитывали его бабушка с дедушкой. А вот дедушка Николай, он был совсем слепой, но однако он очень хорошо плел такие верши. Знаете, что такое верша? Для того, чтобы снаряд такой, который ловит рыбу, мелкую рыбешку. И вот сельчане очень любили его. Типа сети, но она вот такая вот из прутьев сплетенная, такая, как ваза. И вот ловили они мелкую рыбешку. И люди считали, что вот эта вот верша, которую сделал Николай, она заговоренная, потому что всегда была полна рыбы. Такие вот собачьи упряжки, ребятишки играют, посмотрите, игрушками, настольные приборы. Не просто настольный прибор, посмотрите. Да. Посмотрите, как инкрустировано дерево, и как туда тонкий орнамент вложен. И все это так органично и красиво. Настольный прибор. А вот эти столбики – это ручки. Это не просто вот эти иконы в виде сердца, а именно ручки. Там богатыри борются, спасают красавицу. Там разные сценки. Это не просто так медальоны. Вот. А вот это, наверное, знаете сюжет. Сюжет из Аланкор, Юрбунботов и Фарук Балбор. Он богатырь, а богатырь маленьким не может быть, а это просто простой человек. Вот. И он сообщает ему, что вот там черные силы, они уже зашевелились и пришли в движение. И вот Юрбунботов все это слушает. А как изображен богатырь? Какой конь у него, посмотрите. Вот тоже Юрбунботов там стоит. А это просто всадник. Просто человек, который едет на лошади. Вот посмотрите, как он с любовью делает в маленькой форме чароны, и на 3 ножках, и вот эту кытыя посудку, и хамаяки ложки, и на конусовидной ножке чароны. И все это сделано с большой любовью. Стол, вот такие столы на 3 ножках были во всех якутских семьях. Но они, конечно, были большие, здесь просто как бы как модель. Дальше, вот там интересные очень шахматы. Очень понравилось. И что ты нового узнал для себя? Как делается из бивен мамонта этот. Ну, как делают фигурки всякие эти. А какая фигурка самая хорошая? На твой взгляд? Шахматы. Шахматы понравились, да? Ага. Хорошо. И ты рисуешь? Да. А по дереву работал? А что делал из дерева? Доски, выжигание. Ага. И ты сможешь такое сделать, если научишься? Угу. Ну, я увидела шахматы, шкатулки, чуроны, ножи,
Молодец. И какие работы больше всего тебе понравились? Ножи. Ножи, да? Вы с друзьями что делаете, вот, что умеете делать руками? Выжигаем. Выжигаете, да? Вышиваем крестиком. И по дереву что-то делаете? Ну, выжигание, да? Да, в основном выжигание. Хорошо. И эти мотивы, которые вы сегодня увидели, вы сможете на дереве перенести? Ну, если научиться, то все получится. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы закончили наш аукцион, который был посвящен вам, для того, чтобы собрать деньги и подарить те подарки, которые вы сегодня получили. Я очень рад, что этот день совпал с праздником годовщины нашего великого мастера, с творчеством которого вы также познакомились. Я уверен, что вы вырастете достойными наших прадедов, дедов, такими же творческими, такими же интересными. Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам удачи и всего самого доброго. Спасибо. Не нажимайте, оно по своим весам должно идти. Узор такие красивые, тонкие. Это все делается вот так, вручную. Надо быть очень терпеливым, чтобы рука не дрогнула. Это целыми днями делается. Очень долго делается. Одно неверное движение и детское все заново надо делать. Вот мы все личный процент научился ковать нож и делать простейшие инкрустации, которые вы, думаю, тоже осилите. И, пожалуйста, слово передаю директору Национального художественного музея Асе Львовне Гавришевой. Сегодня познакомились немного с музеем и, конечно, с творчеством нашего великого, крупного мастера резьбы по пивню мамонта Терентия Васильевича Амосова. Вот запомните, Терентий Амосов – это большой мастер резьбы по пивню мамонта. Мастеров сейчас таких осталось, совсем мало, но вершин Терентия Васильевича пока еще, как говорится, никто не достиг. Вот такую тонкую миниатюру, вот эти вот орнаментику, вот эту ажур, вот эту вязь еще не каждый одолел. Я думаю, что вы вырастете. Среди них, среди вас, то есть ребята, которые занимаются и выжиганием, и рисунком, и то, что есть мальчик, который режет по дереву, тоже поделками занимается. Я думаю, что из вас вырастут хорошие люди, интересные мастера, и вы будете вспоминать, что когда-то в детстве вы посетили музей, и вот именно потом поймете, когда станете взрослыми, что именно посещение музея натолкнуло вас на что-то, заняться творчеством. Приходите в наш музей. Дети в наш музей вообще ходят бесплатно. Это закон Российской Федерации. Мы всегда будем вам рады, поэтому приходите и смотрите наши экспозиции. Я обращаюсь, конечно, в первую очередь к Асе Львовне и организаторам такого замечательного мероприятия, которое сегодня состоялось. Наши дети ежегодно выезжают в город Москву для участия на фестивале «Ассамблея «Будущая Россия». Они являются дипломатами этого фестиваля уже на протяжении 4 лет. Я была очень рада, когда к нам обратились организаторы этого социального проекта. Неожиданно было, конечно, потому что я слышала, и в социальных сетях тоже видела, когда помощь была оказана городскому дому ребенка. И этот проект уникален тем, что именно люди, участник этого проекта, врач-педиатр, доцент, который сам внес свой личный вклад, выковав, ребята, нож. То есть он раньше, я так понимаю, не умел этого делать,
Но это означает, ребята, что каждый из вас может направить свои способности и умения именно в то русло, которое вам будет интересно. И вот эта выставка сегодня для вас должна вот стать таким хорошим стимулом для вашего дальнейшего развития. Те картины, которые представлены здесь в музее, и та выставка, с которой вы сегодня ознакомились, вас должна натолкнуть на то, что нет ничего невозможного в этой жизни. Вы можете всего сами добиваться, начиная с выжигания по дереву, которое может перерасти в такие большие умения, и человек всю жизнь посвятил тому, что вот он занимался вот этим косторезным делом, да, был народным мастером. Юрий Ильич, которого вы сейчас видели, да, который научился ковать ножи, он ученый, педиатр, детский врач из Санкт-Петербурга, который приезжал нам на экспедицию Долгун, проверяли здоровье жителей труднодоступных поселков Вилюйского и Жиганского района, это север. Жиганск это север. В течение 2 недель жили в спартанских условиях, ночевали практически вот, как в казармах, как военные, машина спаленная, и постоянно путили. И несмотря на это, после того, как мы вернулись, в тот же день, прилетев, он выковал якутский нож и сделал инкрустацию медицинских вестей, символ медицины. И вот этот нож продали на аукционе, купил добрый человек, самый добрый полицейский, участковый Санкт-Петербурга. Выкупил нож за 9 тысяч. И на эти деньги мы приобрели полезные подарки для вас. Пожалуйста, ребята, подойдите, возьмите подарки. Это набор творчества.